Дорогие друзья, сегодня мы попали в дом, очень гостеприимный дом Четы Федотовских в Нижнем Бестяхе. Это удивительный дом, наполненный очень многими интересными вещами. Вот сейчас я сижу в кресле, которое изготовил хозяин этого дома Иван Иванович Федотовский. Оно сделано из металла. И он сделал это сам и рассказал нам, что когда-то кресло, купленное в магазине, развалилось. И он решил своими руками сварить свое кресло. И этому креслу уже более 20 лет. И оно как новенькое. Ну а хозяйка дома этого гостеприимного Любовь Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Викторовна, вы не только замечательная хозяйка этого дома, но и тоже любительница различной старины, и не только. И сегодня вы нам расскажете о своих коллекциях, да? А давайте начнем с мебели, которую изготавливает ваш супруг Иван Иванович. Ну вот, почти все у нас сделал Ванюшка. Вот полка для телевизора, полка для кассет, кресло, компьютерные, все, что там наши эти. Поэтому у нас почти покупной мебели-то и нету. Вот кресло только, комод и вот кровать. А остальное все сделал Ванюша своими руками. Не развалится. А где брал материалы? Ну, здравствуйте, это же этот профиль. Он же у меня сварщик, поэтому у нас железа полно. Покупаем все, сейчас в магазинах все берется. Поэтому То есть, в принципе, а вот дизайн этого кресла, как он? Сам где-то подсмотрел или где-то сам посмотрел, где-то все. Потом и голова хорошо работает, фантазии много. Где-то что-то и все. Ну, результат налицо, да? Да. Замечательное кресло. Вот, пожалуйста, от подшипников эти шарики. Прекрасно. Любовь Викторовна, но вы еще коллекционер большой. Давайте расскажем о ваших коллекциях. Покажите их, пожалуйста. Ну, большой-то не скажу, что я большой коллекционер. Ну, вот я моя первая коллекция, вот ангелочки. Ну, вот посмотрите, ну, какая же это красота. Ой, ну, такое все это. Вот сейчас, кстати, уже в магазинах не вижу красивых. Вот куда ездили, вот это вот с Питера, это самое. Есть с Хабаровска, вот я была, вот это с Хабаровска привезено. Это вот тоже в Питере куплены. Это на блошином рынке вы покупали, да? Да. Ну, в основном это самое. Есть подаренные, потому что раз собираю, знаете, очень много подаренных есть. Друзья дарят, дети дарят. Вот. То есть вот эти все ангелочки, они где-то привезли, вы сами их привезли, кто-то вам подарил. Да. А почему именно ангелочки? Ну вот что-то мне так понравилось. Вот, кстати, вот это первая работа. Вот в магазине ее увидела. Ну такая красота. Ну вот посмотрите, такая тонкая работа. И вот с нее, кстати, и пошло. Что-то мне так понравилось. То есть вам понравилось, и вы наверняка в детстве у вас было очень много кукол. И вы... Кстати, вот про детство. Не помню ни одной куклы в детстве. Поэтому вот сейчас играюсь с куклами. Вот здесь у меня, вот потом сходим туда, в оранжерею. Ага. Вот эти куклы я сама обшила. И вот я теперь говорю, как ребенок, играюсь с куклами. Мы потом-то с той стороны посмотрим. Вот. А вот смотрите еще. Вот эти матрешки, это рисует сестра моего мужа. Это ручная работа. Такая тонкая работа. Вот посмотри. Поближе покажи их. Такая красота. А они открываются, эти матрешки? Ну, конечно. Они так и были одна в одной. Это же матрешки. Вот. Они вот это каждая в одну. То есть они были как бы заготовочки такие, да? Да. И уже потом... Да, конечно. Они просто а она их разрисовывала. А эти-то готовые. А как зовут сестру? Сестру зовут Надежда. Она живет в Питере. То есть вообще семья у вас очень творческая. Ну, Ванюша и Надежда, конечно, они очень творческие. Она, во-первых, художник. Потом она занимается глиной. Вот эта картина, вот это ей нарисована. Вот картина. Там еще в коридоре одна есть. Вот. Хорошо. А можете рассказать про коллекцию видеофильмов? И у вас старинная техника, можно сказать, раритетная. Ну, это Ванюша занимался, поэтому все кассеты раньше же такие были, мы их не выбрасываем, они у нас все это лежат.
Ну, сейчас, конечно, вот все в современном, в Ютубе можно посмотреть, поэтому То есть у вас и мультфильмы, и фильмы какие-то, да? да, все там много всего. Да. Ага. Какие ваши самые любимые фильмы? Ой, я сейчас вот в последнее время, вот эту зиму, я столько фильмов пересмотрела в Ютубе. Это самое, мы специально купили второй телевизор, потому что у нас вот здесь сзади есть тоже большой телевизор, такой же, это самое, как его. Ну, он не поддерживал систему Ютуба, пришлось купить еще. Я там на кухне смотрю свое, а Валюшка здесь свое смотрит. Понятно. То есть у каждого свой Да. телевизор. Вот здесь у меня небольшая коллекция этих колокольчиков. Кстати, тоже почти все привезенные. А вот это муж мне подарил, это ваша якутская. Наша. Это вот здесь. То есть со всех поездок у Да. вас такие замечательные Ну, колокольчики. раньше часто ездили, сейчас уже не ездим. Почти что. С этим ковидом, теперь с войной. Вот коллекция небольшая слоников. Говорят, надо в доме держать 7 слоников для счастья. А Вот что у нас они есть. приносят? Счастье, да? Вот для счастья. Надо в семье, чтобы было 7 слоников. Это вот мне дети подарили, сын подарил на день рождения, а эти я так покупаю сама. Ну, То это есть, я давно получается, вы покупаю. вот этих слоников тоже собираете? Ну, как сказать, я их собирала, они теперь стоят и стоят. А вот еще, вот у нас есть друг, он ювелир, он живет в Тюмени. И вот это натуральный камень. Это камни с этого, как сказать-то, ой, уральские самоцветы. Да. Да, и Ну, вот вы это он как- сам сделал. Представляете, вот она такая тяжелючая. Ну, теперь Там вы нету внутри как еще дырочка хозяйка Медной горы. есть. Да, и вот это все, вот это камень натуральный. Вот, А представляешь? что это за камень? Ой, сейчас не вспомню, не скажу. Какая я бегата. Но это какой-то натуральный ведь камень, Да, да? это натуральный Вот камень. это да. Ну. Такой красивый, И прожилочки. вот он мне это сама, очень много, я сама люблю камни. Он мне присылает, вот у меня многие, вот шингит, это яшма. А давайте вот здесь вот на кроватку сложим. Вот. А. Здесь вы покажете свои камни. Да и тут мало же их. Там внизу я потом покажу вам. Ну вот эти, это все натуральные камни. Вот это вот это. уральские самоцветы. Уральские самоцветы, Да. да? То есть у нас на якутской земле уральские самоцветы. Но почему? Это оттуда, с Тюмени. Угу. Это там же. Угу. Там у них эти каменоломни, вот эти, как они, мастера ихние, они вот делают вот эту красоту. А я то, что люблю, и он мне присылает. А вы знаете вот о свойствах камней? Вот что-то про камни можете рассказать? Нет, ничего Но не вы могу их сказать. собираете. Я даже это сама название забываю. Вот знаешь, что вот эти шунгит и этот яшма. Яшма. Ну, А вот. яшму можно показать? Вот смотрите, ой, какая она интересная такая. И это просто вот натуральный камень, и он Он просто шлифованный, отполирован, да, да. М, Они, кстати, лечебные. ума сойти. Я вот их держу, поэтому вот мне когда бывает плохо, я это. А их вот держу. этот шунгит, он тяжеленький? Какой из них тяжелый? Ну вот это тяжелее. Тяжелее, да? А шунгит, он просто вот черный, да? И он даже не черный, он тоже какой-то Он вот тоже там внутри с какими-то прожилками. Вот это да. А еще камешки какие-то у вас там? А нет, это просто. А ну вот это тоже натуральный камень. А Только это не что знаю за какой. камень? Не знаю. Ой, какой красивый. Да. Вот просто с ума сойти, интересно. Вот это да. Вот сейчас там вниз пойдем, я там покажу, потому что у нас есть тоже друг, это самое, ну, друг сына моего, он ровесник сына, но он такой молодец, он такой художник хороший, он столько всего делает, и вот я иногда его прошу, чтобы он мне там сделал, нарисовал или что-нибудь. Озеро Ческил. Это вот Тюхтюр, кстати. Нет, вру, это туда, в этот, где Хаптагай. Это вот Тюхтюр, это мне подарили, Маша подарила. А это все наша природа. Это вот супруг фотографирует, да? Да. Ой, какая сами это поэзия, какая природа. И все это вы фиксируете. Как красиво. Раньше так делали, сейчас Во вот видите, давно все уже ничего. времена обычно люди любят именно лето, потому что Вот у нас лето, вот повернитесь, вон все-таки там лето. да, лето очень короткое. Вот наши, видите, а у вас все есть и якутские зимние пейзажи, и наши якутские цветы. Да, саранки, черемуха цветет, подснежники. Это все же полевые цветы-то. Вон иван-чай, который чай пьем. Верующий, но все равно я прошу за них.
И вот специально сделала, чтобы по всей квартире не было этих иконок. Сделали специальное место. То есть вы все крещенные, да, вся семья? Ну да. А вы давно в Нижнем Бестяхе? Я вообще с детства здесь. То есть вы не родились здесь, но Я родилась в Якутии, в родились? Алекминском районе. Вы алекминчанка, оказывается, да? Ага. А Иван? А Ванюшка, он вообще с озера Селигер, он оттуда. Ну, уже он с 80-х годов здесь живет. В Якутии. Так, здорово. Вот это да. То есть у вас свой такой вот небольшой храм. Да. Ты загляни вон. Кстати, Обитель. вот это самое, вот эти станки, Так. это тоже Ванюша сделал все сам. М. Вот, и там А для еще чего это. этот станок? Что Ну вы вот это делаете? бисер плести. Это для бисероплетения. Да. И вот здесь вот бисер вы весь, ну, как бы покупаете. А с бисером нет проблем вообще сейчас? Ну, в Бестяхе вот в этом в Амгинском продают бисер. Угу. Вот у меня тут. Угу. А это... И вы все для бисероплетения, здесь как бы у вас все есть, да? Не Все только ваши для бисероплетения. ножниц у вас всевозможных. Вот все вот эти подставочки мне тоже Ванюшка сделал. Мгм. Вот прошу там для этого. Вот Всё видите, удобно. нитки, все очень удобно. Мгм. Ну, вот. Вот это да. В общем, ваш супруг прямо Да. под все ваши запросы. Он мои запросы все исполняет. Вот, смотрите, вот недавно я сделала вот в бисере. Ага. Мэрилин Монро. Марлин Монро. Да. Вот сейчас Легендарная хочу, женщина. сейчас хочу всех вот эти, попробую собрать схемы, если найду, сделаю. Мгм. А вот эти вот деревянные штучки для чего? Это просто этот, как он делал, я у него забрал, думаю, что там что-нибудь пригодятся. Я То такая есть, же, все. ну да, все вам Ну, нужно, да? Все пригодится. Где что-нибудь подделаем. И у вас книги разные, да? Наверное, по рукоделию тоже книги есть. Да, особо так нету. Я вот сама, это сейчас же везде можно все найти. Поэтому у меня он этот самый есть, все, схемы, все, я все собираю. Вот. Ну вот схемы это самое, вот, пожалуйста, это все. А лампа, лупа, это они так продаются, да? Ну да. Вот они в Иликуме были, их сейчас нету. Очень удобная штука. А. Вот через нее, видите, все видать. Как здорово. А так вот, ну, я говорю, чем рассказывать вот это и показывать, пусть они посмотрят. Я-то тоже недавно пришла, но очень интересно. Ну, интересно, но вы вообще как профессиональная какая-то и Да вязальщица, и бисера, как плетение у вас тоже поставлено Ну на да, такую потихоньку серьезную начинаю. основу. Да, вот видите, Да. красиво. Можно это все делать. Вот красивые эти, ну я правда. А вот это Это все подсчет, да? Это вот то, что вот вы делали, Да. портрет. это все надо это считать. Работа большая. А вообще вот над этой картиной сколько вы работали, Мэрилин Монро? Ну вот эту. Да я как-то не очень долго ее делала. Но все равно эта работа же такая трудоемкая. Ну, Это естественно. сколько цветов нужно подобрать? Да. С ума сойти. Ну вот. Это я вязала. Я вообще раньше вязала. Одно вяжу, 3 в уме. Очень много вязала. Вот это да. Куклы я вот говорю, в детстве я не наигралась, поэтому сейчас играюсь. Я вообще хотела создать коллекцию вот именно кукол всех нашего, 15 государств, как было, чтобы вот каждый Советского сделать. Союза, Советского да. Союза, да. Но у меня как-то не получилось. Вот это вот белорусские, это вот якутская. Кстати, видите, какую я ее сделала? Красивую. Да. А остальное так, все. Понятно. Может, цветы как-то в этом. Так, ну давайте теперь вот царство цветов мы попали в оранжерею. Ну, расскажите, как вы за ними ухаживаете? Сколько труда вот вложено во все это? У вас прям такие растения? Да какие растения, какие-то бедненькие, не экзотичные хотят есть. толком расти. А вот то, что вьется, что это за растение? Ну, это как его, венок какой-то. Ой, как, честно говоря, название. У меня есть подруга, которая она знает все названия, а я не знаю. Для меня цветок и цветок. Вот эта роза, что-то она вот чахнет. Что ей надо, я не знаю. Вообще они у меня всегда цвели, а в этом году почему-то они вот только начинают. Все посбрасывали листья все. Линии выношу, герани выношу на То есть улице. они прям растут у вас в клумбах где-то Нет, во дворе? почему? Я также в этих ставлю. Они так и растут. А потом на зиму вы их заносите, да? Да. О, это ж сколько труда, боже мой. Это вы вот по этой лестнице вытаскиваете или как? Ну да. Ну, вы даете.
И вы поливаете, Ну, естественно, поливаю, удобряю, пересаживаете. пересаживаю. Землю верхнюю А чем вы снимаю. землю, кстати, расскажите про это. Землю, вот бывает же вот это самое же там, убираю верхний слой, подсыпаю новую землю. В основном земля своя. Потому что мы держим еще червей, а они вырабатывают этот гумус. И вот для рассады, и для этого, вот для земли очень хорошо. Перемешиваю с землей. А свет, вот как вы, с какой частотой включаете этот свет? Ну, утром для включаю, растений? вечером выключаю. То есть ночью они спят, как Ну бы да. растения, да, а утром вы их Ну да. включаете. Ну а это самое и то, когда вот это будет светло совсем, окна же большие, уже свет можно не включать. Уже в этот, тем более солнце поднимается у нас с той стороны, и оно светит, уже можно не включать. Вот. Да, очень интересные растения. Да Какие огромные, вот здесь вот тоже позади очень такие, просто у вас своя собственная оранжерея получается, да? Ну А да. как долго вы выращиваете эти растения? Ну, Ну вот, ну уже лет 15, наверное, здесь как вот эту оранжерею построили. Так, а раньше по комнатам, на подоконниках, на окошках, везде это было. А потом захотелось, ну у меня вообще всегда мечта была, хотела оранжерею сделать. отдельно, да? А вы Ну. здесь поддерживаете специальный какой-то, Климат, климат, микроклимат, вот чтобы немножко вот. влажно было или как? Ведра стоят, испаряются от них. Поливаешь, что испаряются. А так нет. А тепло вы тут регулируете как-то? Ну, да, отопление же есть. Ну, я говорю, вот, особенно зимой они вот так часто это все, как сказать, ну, не хватает, видимо, им тоже тепла. И это. Вот они вот эти все, видите, сбросили, сейчас вот по новому все раз начали. Луковичные, да? Ну, Это у все- вас тоже лилии? Это все лилии, да. Вы Они очень у меня были любите? всех цветов. Белая была, красная. Вот сейчас вот там вот какая-то распустится, не знаю, какая будет. Морковная, вот видите, какая красивая. Вот как раз на 8 марта распустилась. Вот по уходу за растениями. По уходу я не очень скажу, что я хороший садовод. Ну, цветы поливаю. И надо развожу воду с медом. Проливаю, потому что они, говорят, любят, что теплую сладкую водичку. Иногда с молоком. Покупаю эти удобрения тоже. А это мед самое. сколько вы разводите? Ой, да на глаз Какая ведро там? возьмешь это самое, и на глаз разведешь и польешь. Сильно-то не надо сладкий. Вот. А с какой частотой вы поливаете так вот? Допустим, сладкой водой, медовой? Не, ну не надо часто. Пролили раз, потом раз этим. Там какое-то время пройдет, потом еще можно. Ну, пролить. раз в месяц можно так Ну делать? да, раз в месяц можно. А часто зачем? Тоже А не надо. молоком? И молоком также это сам покупаю. Вот, ну, 2,5 беру, выливаю их в это самое. Когда, ну, я же говорю, чередую. Раз молоком, раз медом, раз там удобрения. Покупаю жидкие какие-нибудь. И то есть вот благодаря таким вот подкормкам можно добиться Нет, ну красивых видите, они мне не очень-то, зеленых растений. не очень-то цветут. Хотя раньше у меня здесь очень много было цветов. Ну, вот. То есть у вас самые любимые, это получается луковичные, да? Да я не скажу, я все люблю. У меня там герани очень много в другой комнате. Но герань, она ведь очень капризная такая. Да ладно. Вот. Чего они капризные-то? Растут, цветут. Ну, я вот в котельной, когда работала, у меня там столько цветов было, я утаскивала. Даже приходили, ну или приезжали, говорят, вот надо какие котельные делать. Зеленые. Ну. Да это просто вот стену так украсила. Открытки жалко, поэтому решила их использовать. Но теперь думаю, что я никогда их не закрою чем-нибудь там. Ну, вот здесь у меня фотообоя. То есть, Любовь Викторовна, это открытки те, которые уже современные, скажем так, да? Ну да. Разные с юбилеев, это и ваши открытки, и где-то вы покупали, видимо, да? Ну да, и это самое, когда я делала, мне и друзья давали, и дети мои дали. Вот. А это То вот есть такая открытки уже. интересная идея, вот так вот открытки увековечить, можно сказать, вот Да. на стене. Ну. И вы их просто залакировали, эту стену, да? Да. И Ну вот я этот ремонт когда вместо делала, я их так- обоев. Да. Зато какая Но- красота, действительно, он посмотрите. А с этой стороны у нас Здесь у нас в открытки основном- уже можно изучать историю. Да. То есть здесь можно погрузиться в советское Советского время. Союза, Да. да, в советский.
Вот старинная с Новым годом, там вот Снегурочка. Какая красивая открытка. Ну. Еще, дорогие друзья, у нашей Любовь Викторовны страсть к часам. Посмотрите, совершенно разные часы, разного времени. Здесь есть и современные часы, или они все винтажные? И всякие разные. Вон, видишь, старинные с кукушками, которые, с боем. Еще есть даже часы водолазные. Так, а где они у нас? Где-то в углу стояли. Прям настенные, что ли? Да, вон вот это водолазные часы. Вон те, он этот металлический. Ага. Да, вот это с ума сойти. Ну, кстати, вот эти двое часов у вас почему-то одинаковые. Откуда они? Не, ну есть одинаковые, раз. Даже одинаковые. Да. Ой, как много часов. Но явно видно, что какие-то часы, ну, совершенно вот, ну, скажем так, глубоко-глубоко советского времени. Конечно. То есть где-то середина, наверное, 50-х, может быть, даже, да? Ну а да. вот те, которые с боем, ну, наверняка они старинные, да? Ну да. Вот те-то, ну, точно прошлого века, это точно. Да, они все прошлого века, Да. видимо, да? А вот тут вот куклы, видите, там это я их обшивала. Вот вон они, куклы внизу одетые. Угу. Это девчонок это сама, они перестали играть. Я их взяла и обшила. Вот И это сделала панно маленькие. М. Ну, слушайте, это просто... Вот летом приедете, вот здесь мы за этим столом, вот как раз земляки все приезжали, мы здесь всегда это самовар ставили. И здесь гуляли. Самовары. Расскажите, пожалуйста, что это за самовары? Какого времени они? Да тут всяких времен. Вон очень старинный самовар. Какой самый старинный? Покажите, Вот он, пожалуйста. вот он. Вот. Медный. Медный Там самовар. медали есть на нем. А смотрите, какие утюги старинные. И утюги, и самовары. Вот это да, подстаканники. Да, вон эти счеты. Вот Марлин Монро я вязала. Угу. Вот она, вязаная. Ой, вы ее обожаете. Да, я ее исполнила в 3 видах. Угу. То есть она у вас из бисера. Из бисера, вот вышитая. Вышитая. Еще вот там большая это стоит. Я ей рисовала, я потом покажу ее, но она это... Ой, сколько самоваров. Тут целый... Сколько их здесь? Несколько десятков, по-моему, да? Ну да, штук 60, наверное, здесь. С ума сойти. Они все старинные. Ну, сейчас, видите, все это грязно, пыльно, все Просто плохо. невероятно, сколько много самоваров. Да. Они раздуваются как? Это же ведь старинные самовары, это не Да, электрические ну, же. есть и электрические. Вот этот вот мы пользуемся. Мы его, это самое, все время в чай с него пьем. То есть они раздуваются чем? Сапогом, да? Ну, просто труба, и можно, ну, можно и сапогом. Угу. Ну вот. А где закладывается Уголь. ну, дрова там или как? Нет, уголь? вон там уже этот есть. Мгм. Туда и шишечки, Мгм. немножко водички и это. Мгм. А вот смотрите, мята. М. Это мелиса. Мелисса, да? Мгм. Хотите, дам. Вот это да. А это у нас, Просто невероятно. это у нас летняя баня. Ну, не это летняя, да. вернее, она же рубленая, все. Мгм. Ой, нет, не откроется, смотрите, примерзла. Мгм. Столько самоваров вообще, это просто... И они все старинные, и все их можно, то есть топить... Нет, ну, не скажем, все, есть вместе. электрические. Мгм. Ну, вот эти большие, вот они, конечно, это, все под этот, ну, как сказать, под уголь. Под уголь, да? Ну, под уголь, ага. Ой. А вот эти-то электрические. А Вот где вы их машинки, видите, собирали? стиральные. С какого времени вы собирали вот эту коллекцию? Шикарная коллекция. Ой, у меня еще бы шикарнее была. У нас тут случился пожар, у меня 25 самоваров загорело. А какого года примерно вот этот самовар? Вот знаете, здесь даже вот тульский Но самовар. они же в основном Вот у нас здесь все тульские самовары. Ага, они все тульские. Ну, не здесь все, но я не прямо, знаю, в основном-то да, Тула, да? значочек. А вот видите, какие под эти Вот это да. расписные-то какие красивые. А они тоже тульские? Ну да. Красота. Вот есть, видите, это коллекция самоваров, открытки. А чайничек это тоже старинный какой-то, да?
Нет, Вот это, этот кстати, не старинный. современный, да? Ну. Какой-то. Да. И швейные машинки это Зингер, да? А Старинные. тут тоже старинные, ну. Доска стиральная. Да, Старинная. старинная. Да, машинка. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас будем прощаться с нашей замечательной хозяйкой. Любовь Викторовна, большое огромное спасибо за такую познавательную, очень интересную экскурсию по вашему дому. Мы просто в восхищении. Желаем вам от имени нашей программы, от лица всех участников, и не только участников, а тех, кто работает над программой, поблагодарить вас за чудесную экскурсию. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. И вам Пусть большое спасибо, Ваш что дом вы нас увидели, что мы будет- вам показали, чтобы вас узнали. Приезжайте, приезжайте лучше летом. Летом очень красиво. Пусть ваш дом также будет гостеприимным, теплым и открытым для ваших друзей. и Спасибо родных. большое. Спасибо.